Здравствуйте, это новости в субботу в студии Лины Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. С грядки на прививку. Болеть не хочу, других заражаться. Как татарстанских садоводов прививают на участках, увидел Рамиль Галиулян. В Казань из Мурома прибыл уникальный паром памяти. Дети в восторге, они побывали в машинах и залезали, порулили. Какая техника на нем размещена и куда он отправится дальше, выяснила Юлия Гоголева. Малиновые перезвоны на много километров. Десятки звонарей со всей России и зарубежья на фестивале в поселке Алексеевское услышала Наталья Мизина. Хабиб Нурмагомедов приехал в Альметьевск. Две сильные руки увиделись, сжали друг друга мы. Как встречали чемпиона боевых единоборств Филюза Хамидуллина. Несколько важных поручений сегодня дал президент Татарстана на субботнем совещании. Первое – в течение недели найти решение для безопасной эксплуатации электросамокатов. Второе – сделать все возможное, чтобы предстоящий летний отдых детей был безопасным. После трагедии в 175-й гимназии этот вопрос в приоритете. О чем еще шла речь на совещании и кого из жителей республики сегодня поставили в пример, расскажем прямо сейчас. Начались летние каникулы. В Татарстане к открытию готов 1641 лагерь. Там отдохнет более 180 тысяч детей. Многие поедут и на Черноморское побережье. Президент Татарстана сегодня поставил задачу жестко – сделать все, чтобы отдых был безопасным. Мы должны добиться комплексной безопасности детского отдыха. После всех событий, которые у нас прошли, мы должны сделать вывод. Никто ни от чего не застрахован. Только бдительность, только соблюдение всех требований, как санитарных, так и вопросов безопасности. И второе поручение президента связано с безопасностью – навести порядок с новым видом транспорта – электросамокатами. В больнице Казани с травмами обратились уже несколько десятков человек. Сегодня президент поднял с мест Дениса Калинкина, Наиля Магдеева и Тимура Нагуманова. Занимайтесь, это вопросы города. В течение недели примите решение, каким образом эти самокаты эксплуатировать будем. Это не только к Казани относится, но, Ильгар Барыч, к вам и Альметьевск. Или там скоростной режим, или зоны должны быть, или еще какие-то вещи. Что это такое? Должны быть места, где на них можно было покататься. Если на тебя летит этот самокат, вы видели, как они летают? В республике в разгаре работы по программе «Наш двор». Ремонт идет почти во всех районах, но двоих подрядчиков уже отстранили от работ. Из-за некачественного выполнения дорожных работ в Казани отстранены подрядчики ООО «Сервис Дорстрой» и ООО «Арида». Все нарушения были оперативно исправлены генподрядчиком «Казань Дорстрой». В понедельник завершается санитарно-экологическая очистка, стартовавшая 1 апреля. За 2 месяца вывезли более 400 тысяч кубометров отходов, посадили 700 тысяч кустарников и деревьев. Свой вклад в озеленение республики вносят и рядовые жители. На слайде вы видите пример семьи Рафиковых из Знаковского района. Начиная с 2009 года «Экосемья» призывает граждан к природоохранным мероприятиям. Совместными усилиями ими высажено более 200 гектаров лесных насаждений вокруг своей деревни Ирекля, во оврагах и пустырях. Отметил министр экологии и жителя Арска Руслана Аглеева, который расчистил местный водоем от мусора. Юлия Гоголева, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. 5000 километров по воде и больше 40 дней пути. В Казани сегодня причалил уникальный паром памяти. На борту 35 военнослужащих, музей инженерных войск и образцы техники. Акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Завершить водный марш-бросок по рекам России планируют 22 июня в Волгограде. Как встречали понтонеров в столице Татарстана и какие города впереди, расскажет Юлия Гоголева. Посидеть за штурвалом новейшего военного катера, подержать в руках секретную сферу для обнаружения взрывных устройств – о таком ребята и не мечтали. Паром с военной техникой в Казани впервые и всего на несколько часов. Мы пришли всем классом, пришли со всеми родителями, дети в восторге. Они побывали в машинах и залезали, порулили. Чтобы сдвинуть с места этот парадный 60-метровый паром, требуется 4 вот таких катера. В среднем они двигаются по воде со скоростью около 15 километров в час. В сутки проходит около 100 километров. Единственная трудность была с определением мелей. В водохранилище, как ни удивительно,
столкнулись, имели неосторожность задеть. И со входом в Казань было тоже немножко сложновато. Очень много у вас здесь отмели, островов. Но ничего, мы справились, на то мы инженеры. Сам паром состоит из 16 понтонов. Здесь бронированный УАЗ с полным комплектом оборудования для саперов и мини-музей инженерных войск. В этом году исполняется 320 лет со дня их основания. Эта акция посвящена Дню памяти и скорби. Мы должны всегда помнить и о начале этой войны. Мы должны помнить о оборонительных боях 1941 года, когда нам приходилось терпеть горечь поражения. Водный марш-бросок с участием понтонной роты не имеет аналогов. 3 парома в разное время стартовали из 3 точек – Мурома, Уфы и Каменска-Шахтинского. Встретятся они 22 июня в Волгограде. В общей сложности по воде преодолеют 5000 километров. Это очень круто, это историческое достижение, событие, которое никто никогда не делал. На понтонах спишь, если волны есть, чувствуешь, конечно, эти волны. Спят и готовят еду участники военного турне на другом, хозяйственном пароме. В речной порт его решили не привозить. И каким бы романтичным со стороны ни казалось это путешествие, военный распорядок и обязанности никто не отменял. На борту из 35 человек 20 солдат-срочников. Кто-то наполняет воду с речки, чтобы каждый мог помыться, не помыться. Кто-то моет котлы, кто-то там ходит по парому, убирает недостатки. Ока, Волга, Дон – именно по этим рекам проплывет паром памяти. Впереди у этой команды еще Ульяновск, Самара и Саратов. На каждой остановке экскурсии для горожан и лекции о том, какой вклад инженерные войска внесли в Великую Победу. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Он отдал жизнь, чтобы спасти сослуживцев и мирных жителей дагестанского села. Сегодня в Верхнеуслонском районе на доме, где провел детство Герой России Алексей Козин, установили мемориальную доску. Он героически погиб в 1999 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Офицер пожертвовал собой ради солдат, чтобы они успели спастись из горящего танка. Ему было 23. Салават Мухаммадуллин узнал, каким был герой. Он один остался в танке, он всех отправил. Вот именно, что он выбрал принцип офицерской чести. Алексей Козин – герой России. Посмертно. В сентябре 1999-го в Дагестане ценой своей жизни спас свой экипаж. Командир танкового взвода до последнего оставался в боевом Т-62, прикрывая товарищей. До последнего удерживал боевиков на границе села. Он отстреливался, он свое дело сделал, он спас эти 28 человек. Я думала, что 100 человек. А потом, когда я узнала, что местных жителей, что они все благодарны ему, что они пишут стихи, песни на своем языке. Это летний дом Козиных. Яблоня Алексея продолжает цвести. Ему было где-то годика 4. Он держал, я закапывала. Ну, давай и я. И вот. Ну, в общем, короче говоря, это его яблоня. Яблоня Алеши. Да, Алешина яблоня. Сам Алексей учился в авиационном техникуме. Как вспоминают его мама и друзья, он всегда хотел стать офицером и поступил в танковое. В 1999-м лейтенант Козин отправляется служить на Северный Кавказ. Через 3 месяца погибая в бою. Это, идеал поведения офицера, идеал поведения настоящего защитника Родины, защитника России. Сегодня на доме, где вырос Алексей, установили мемориальную доску. Почтить память героя пришли его родные, односельчане и офицеры. Алексей Владимирович, герой, остается примером мужества и героизма. Мы всегда чтим память. Уже многие года с Ларисой Александровной дружим, оказываем всяческую помощь. Поддержим ее. Сегодня имя Героя России носит одна из казанских улиц. 7-я гимназия, где учился Алексей, носит его имя. Там же бронзовая скульптура. Стоит памятник и в Новолакском районе Дагестана, где он ценой своей собственной жизни спас десятки людей. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район. С грядки на прививку. В Татарстане началась вакцинация от коронавируса на дачных участках. Сегодня медики приехали к садоводам из товарищества «Волга» Кировского района. Там открыли дачный сезон вакцинации. Мобильные бригады будут выезжать все лето. С дачниками, которые уже привились от ковид, пообщался Рамиль Галиуллин. Здравствуйте. Хотели вакцинироваться? Да. И огород вскопать, и укол сделать. Максим Лобода сегодня привился первым. Говорит, в городе зайти в поликлинику все никак не успевал. А здесь врачи приехали сами. Не находил времени для этого дела. А приезд медиков непосредственно в СНТ, где основное время в летний период провожу я и моя семья с
поспособствовало тому, что я наконец-то вакцинировался. Так в Татарстане начался объезд садовых товариществ, чтобы те, кто уже выехал летом на даче, могли привиться от ковид. Вера Игнатьева пришла за вакциной вместе с мужем. 8-й десяток. Просто болеть не хочу и других заражать. Вакцинацию проводит бригада 2-й клинической больницы. К слову, такие мобильные пункты на дачах принимают всех желающих, независимо от места жительства. Дачная вакцинация, по сути, ничем не отличается от процедуры в поликлинике. Предварительной записи не нужно, при себе надо иметь паспорт и СНИЛС, а перед прививкой – консультация врача. Чтобы получить свою дозу иммунитета, нужно обратиться к председателю СНТ или в администрацию района. Как говорят медики, в сады на лето уезжают в основном пожилые, которым так важно привиться от ковид. Они в группе риска, наши пожилые люди. Мы с собой взяли 20 доз. Это вакцина «Спутник V» показала себя очень эффективно и безопасно. Теперь в СНТ «Волга» медики вернутся через 3 недели, чтобы сделать дачникам 2-ю дозу вакцины. На сегодня в Татарстане от ковид привились больше 356 тысяч человек. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. В стране продолжается предварительное голосование «Единой России». До конца дня еще можно проголосовать онлайн. Нужно зайти на сайт предварительного голосования «Единой России», создать личный кабинет, поставить галочки в бюллетенях и нажать кнопку «Подтвердить». А завтра открываются счетные участки. В Татарстане их 557. Голосование будет организовано в строгом соответствии с антиковидными требованиями. По результатам праймериз партия определит список кандидатов в депутаты Госдумы. Алексеевский район сегодня стал центром притяжения лучших мастеров колокольного звона из России и зарубежья. Здесь открылся фестиваль «Алексеевские перезвоны». 20 звонарей из Татарстана, Севастополя, Сергиева Посада, Ярославля, Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода на десятки километров заполнили просторы малиновым звоном. Вы слышите, как звонят колокольчики? Именно этот природный перезвон еще в IV веке услышал римский сенатор Павлин Милостивый, прогуливаясь по лугу. Тогда он приказал изготовить такие же подобные колокольчики, но уже из металла, чтобы всех верующих созывать в храм. Вот и сегодня колокольный перезвон разносится на десятки километров. Здесь, на 20-метровой высоте, в Воскресенском храме начинают разговаривать колокола. Именно разговаривать, ведь у инструмента есть свой язык. И, конечно, бархатистый тембр невозможен без рук человека. Сегодня на фестивале Алексеевских перезвонов собрались лучшие звонари со всей России. Примерно так, только немножечко быстрее, немножечко одухотвореннее. Нижегородский звонарь Алексей Кафанов смеется. Всего 3 веревочки, зато какая музыка. То эти маленькие колокола, они поют «Слава Тебя, басы! Господи помилуй! Господи помилуй!» И получается, что звонарь, он фактически, можно сказать, регент, дирижер. Он управляет малыми колоколами, которые поют эти партии, и все, в принципе, сливается воедино, получается трезвон. Малиновые перезвоны притягивают тысячи гостей от мала до велика. Многие не скрывают, приехали не просто послушать звонарей, но и полечиться. Первый раз, когда я попал сюда, это было что-то бесподобное. Это был вот колокольный звон, он прямо оздоравливал. Я чувствовала, я становлюсь здоровее, здоровее, здоровее. Но это было чудесно. Нравится мне колокольный звон, он как-то воодушевляет, боготворит, вдохновляет. Алексеевский фестиваль традиционно открывается службой, которую в этом году провел митрополит Кирилл. В празднике должен быть смысл. И вот, слава Богу, что здесь нашли решение этого праздника и наполнили его смыслом, потому что колокола – это голос нашего народа. Монастырский перезвон с историей в несколько поколений. В 6 рук исполняет семейный оркестр. 2 сыновей звонаря Дмитрия Панькина продолжают династию. Они привыкли уже, что мы на фестивале выступаем втроем. Здесь тем более большая такая звонница. За 18 лет Алексеевские перезвоны стали визитной карточкой Татарстана наряду с национальными праздниками народов республики. Майские праздники, каравон и сегодняшние фестивали, они передают эстафету во многие другие муниципальные образования, где многие народы, проживающие в нашей республике, отмечают свои национальные праздники. Ну и, конечно, скоро наш любимый Сабантуй. В этом году фестиваль впервые шагнет за пределы Алексеевского района. Уже завтра перезвоны разольются над столицей Татарстана в Зелантовом Свято-Успенском монастыре. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Алексеевский район.
В преддверии Дня защиты детей в Альметьевске состоялся фестиваль добра. Здесь участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Если раньше фестиваль проходил в коррекционной школе, в этот раз он приобрел городской масштаб. Это значит больше места, активных игр и мастер-классов. О самых ярких моментах праздника Фируза Хамидуллина. Это техника военных лет. Мотоцикл «Ирбит» уже 70 лет и до сих пор на ходу. Детям любопытно, они рассматривают и расспрашивают. Мы сегодня приехали по приглашению на праздник детей. Главное, чтобы у детей была улыбка на лице. Самое главное, больше ничего и не надо. Фарида Нигматуллина воспитывает особенного ребенка. Для сына это прежде всего новые впечатления, которых так не хватает в будничной жизни семьи. Такую технику мы еще не видели. Первый раз. Впечатления огромные. Для начала мы мочим ручки. Пока мальчики интересуются техникой, девочки уже вовсю готовят суши. Мастер-класс просто класс. Я никогда не делала роллы, а теперь буду делать. Ежегодный фестиваль собирает сотни детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 11-й год подряд праздник организует благотворительный фонд «Дари добро». Мы ежегодно участвуем. Эти фестивали дают очень много позитива, радости. Мастер-классы от футбольного клуба, аниматоры, конкурсы рисования, песочная терапия. Здесь каждый найдет увлечение по душе. На фестивале были и ремесленники Альметьевска. Шитье очень полезно для детской моторики. Поэтому будем показывать и учить. Не только развлечь, но и помочь талантливым ребятам проявить себя. Это главная цель фестиваля. В преддверии Дня защиты детей мы хотим, чтобы просто наши все дети были счастливы. Это самое главное. И много предпринимателей, много неравнодушных людей сегодня откликнулось и пришли все на этой площадке и дарят всем детям нашим радость. Теперь такой праздник хотят организовать и в городах Юго-Востока республики. Фируза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Мы продолжаем нашу рубрику «Айда Татарстан». И сегодня наша остановка – татарские села Алькеевского района. К спорту у местных жителей грузинский подход, к науке татарский, а к культуре чувашский. Как в одном из древнейших курганов на территории республики передают традиции из поколения в поколение, увидела Наталья Мезина. Айда Татарстан! Эльдар, я не понимаю, вот 8 утра, да, из Казани 2,5 часа ехать до Алькеевского района. Скажи, зачем? Там же легендарный тренер грузин, он чемпионов воспитывал. Вот ты всегда со своим спортом. Немножко про культуру надо подумать, про историю, про людей. Вот об этом и узнаем. Если бы я родилась в Алькеевском районе, то также виртуозно пела бы татарские песни на сцене и училась в татарской гимназии как семиклассник Кирилл Сафронов. Это основной язык Татарстана. Втором, он доступен, и можно со всеми людьми общаться спокойно. И, то есть, ты будешь понимать. Также легко в гимназии имени великого татарского поэта и писателя Наби Даули понимают друг друга татарские, русские, киргизы. Наверное, из этого единства и рождаются многонациональные краски творчества. Пока в актовом зале из песен и плясок расплескался сабантуй, на втором этаже идет спектакль по пьесе Галиаскара Камала «Первый театр». За стенкой будущей татарской журналистики Алия Мухаммедкаримова рассказывает о своих публикациях в журнале «Ялкын». Я являюсь членом клуба «Золотое перо». А экскурсию по 20-летней истории одной из самых престижных гимназий в Алькеевском районе ведут на 3 языках. Здравствуйте. Good morning, dear guests. Мы рады вас приветствовать в музее гимназии. В гимназии обучается 315 детей, 264 из которых татар, 25 русских, 4 киргиза и других национальностей. Мы живем дружной семьей и все друг друга отлично понимаем. 4 года назад дружную многонациональную семью алькеевцев пополнил Александр Георгадзе. Грузинского тренера из Тбилиси специально пригласили в татарстанскую глубинку, чтобы воспитывать чемпионов. С ребятами пока общаюсь на русском языке. Ну, стараюсь иногда на татарском языке. Может быть, понимаю, а переводить это немножко трудно. А что знаете? Ну, я знаю яхши, знаю, и сам если знаю. Вот так. А на его «Иссенмесес» ребята стараются отвечать по-грузински «Гаги Марджос». А мы говорим «Здравствуйте» на следующей остановке в селе Нижнее Алькеево.
Ну что, на часах время уже обед. Мы приехали в село Верхнее Алькеево. И знаете, в воздухе чувствуется какой-то очень сладкий, такой вкусный аромат. Вот такие настолько добродушные люди живут в Алькеевском районе, что так просто приглашают людей в гости. Расимепа, расскажите, каким же блюдом вы нас заманили в свой дом? В наш дом мы вас пригласили, чтобы вы отведали наше национальное блюдо – кыштеле. По-русски это птичий язык. Конфеты «Птичье молоко» – это не то. Нет, это птичий язык. И если вам интересно, я могу вам показать, как его готовят. Татары и чай, наверное, неразделимые понятия. Поэтому к сладостям тонкий подход, как и тесто для птичьего языка. В его основе яйца, сахар, молоко, соль и мука. Пока Расима пораскатывает птичьи языки, мы отправимся к соседям. Но мы с нашей съемочной группой решили не терять времени и выучить пару движений из чувашского народного танца. Ну что, девочки, поехали! Ильдар, ну а что вы выучили с татарским коллективом? Так просто и весело хранят татарские, русские и чувашские традиции в местном доме культуры. И, конечно, обмениваются ими друг с другом. Танцы, песни, стихи мы исполняем на всех 3 языках, потому что мы живем в Татарстане, и все языки для нас родные. В татарском ансамбле нас 12 пенсионеров. Занимаемся всегда с большим желанием, ведь наша молодая душа всегда хочет петь. В это время к столу собрались местные жители. Чай из русского самовара с чувашской ватрушкой, татарским белешем и, конечно же, грузинским гостеприимством. В центре те самые птичьи языки, где сладкий квадратик – история каждого жителя. Это чистый воздух, мои друзья. Это очень трудолюбивые люди, очень доброжелательные, очень приветствуют. Мы не делим друг друга по национальностям, живем, работаем все вместе. Мы, алькеевцы, едины во всем. Вот я, татарка, разговариваю и на русском, и на чувашском. И праздники у нас общие, всегда вместе собираемся. Так и весь Алькеевский район, как лоскутное одеяло, соткан из множества историй и согревает так же тепло, как одна большая дружная семья. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Алькеевский район. Хабиб Нурмагомедов в Альметьевске. Звезде мирового уровня здесь показали современный центр подготовки для хоккеистов и подарили Коран. Чемпион мира по боевым единоборствам большую часть времени посвятил общению с многочисленными поклонниками. Откроют ли в Нефтеграде школу Хабиба, знает Филюза Ахмедуллина. Это центр хоккейной подготовки «Нефтяник». Уникальный спортивный объект показывает чемпиона по боевым единоборствам. Бросковые залы, комнаты отдыха хоккеистов, современные условия удивили Хабиба. Здесь мы, как тренеры команды живут, виды вот нашу фотографии делали. О встрече с Хабибом мечтал чемпион мира по армрестлингу Рафаэль Хайрудинов. Он сейчас тренирует детей в Альметьевске. Очень рад с ним поздороваться, так скажем. 2 сильные руки увиделись, сжали друг друга мы. Он попробовал, потащил. Очень приятно. Сотни воспитанников спортивных школ. Визит звезды мирового уровня не оставил равнодушным никого. Встреча вдохновила юных атлетов. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Он мой кумир, да, я равняюсь на него, потому что он стремится к своим успехам, без поражений. Мечтал всегда его увидеть, и моя мечта сбылась. От встреч к вопросам, сколько боев было, чем занимается мировая звезда сейчас. Какой твой самый запоминающийся бой? Был бой в Абу-Даби в 2019 году в сентябре. Вот этот бой я больше всего запоминаю. Визит чемпиона в Альметьевск организовала Федерация смешанных боевых искусств России при поддержке компании «Татнефть». Хабиб Нурмагомедов высоко оценил вклад нефтяников в спорт. Впечатления у меня, конечно, только положительные, потому что столько всего сделано для общего пользования, для людей, для детей, для взрослых. Не планирует ли спортсмен открыть детскую спортивную школу в Альметьевске? Спросили журналисты. Международные хотим открывать залы. Насчет Альметьевска у нас еще разговоров не было. Но если будет, конечно, я с радостью здесь открою и сам буду посещать. Почему бы нет? Это очень хорошая идея. От имени мусульман города Хабибу Нурмагомедову подарили Коран. После Нефтеграда звезда вернется в Казань на спортивный турнир. Филюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках.
Здравствуйте! В начале выпуска полезная информация. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступления весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии – заложенность носа и слезоточение, зуд и отек. Действует в течение суток. В воскресенье холодный атмосферный фронт ворвется в наши края и заметно понизит температурный фон, а местами прольется дождями. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево к вечеру станет прохладнее. Ветер усилится, местами дождь. Станет прохладнее в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Временами также синоптики обещают дожди. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также температура понизится, набегут облака, местами пройдут дожди. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность и небольшой дождь. Дневная температура плюс 20. На юго-западе, в Болгаре, в Дрожжаном, Буинске также прогнозируются осадки и понижение температурного фона. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, местами с дождем. Днем плюс 24. К вечеру похолодает. Вот такой не очень приятный сюрприз приготовил нам май напоследок. Но скоро лето, сезон отпусков и непременно хорошего настроения. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось меньше 30 квартир. Звоните 500 56 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 500 56 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Фармленд. 30 мая в Казани ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь. Днем плюс 23, к вечеру станет прохладнее. Ветер северный, умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли неустойчивое, берегите свое здоровье. О погоде все, в студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.